В гости к коллегам мы приехали к полудню в разгар рабочего дня. В ньюзруме, том самом кабинете, где журналисты ежедневно монтируют свои новостные репортажи, почти никого. Оно и понятно. Корреспонденты работают на съемочных площадках, чтобы вечером рассказать всей стране главные новости. К ним здесь, как и в любой редакции, особое отношение. Например, главный режиссер АГТРК Давид Авицба, получив предложение занять эту должность, сказал, что начнет только с новостей. Стал работать сначала с новостями, потому что были вещи, которые можно было улучшить сначала в новостях. И мы действительно работали с корреспондентами, с монтажерами, и какие-то базовые вещи по монтажу шлифовали, какие-то вещи получались хорошими, но Adobe тоже постепенно видоизменялся, и появлялись новые возможности. И мы старались все эти новые возможности использовать. Они действительно упрощают рутинность монтажа и позволяют быстрее, качественнее, более точно создавать свой материал и, конечный продукт. И после того, уже как поработал с новостями, почти полгода я работал на новостях, уже стал главрежем всего телевидения. Ирина Агрба возглавила государственное телевидение 3 года назад. Юбилей, считает Ирина Шотовна, хороший повод задуматься о сделанном, актуальном и будущем. Говоря это, генеральный директор АГТРК имеет в виду весь 45-летний путь госкомпании. Приходят разные мысли. Возможно, что надо было и могли бы сделать гораздо больше, чем сделано. Но оценивать, честно говоря, не очень хочу, потому что каждый вносил и вносит свой вклад. Другое дело, что мы живем в такое время, когда действует закон ускорения истории, и надо делать все быстро. Не просто вот продвигаться, идти, а попробовать успеть вот то, что не успели за это время сделать. Это очень сложно. Не думайте, что я о каких-то достижениях наших вот за эти годы, я имею в виду за 3 года, чтобы... Нет, не об этом речь. Я попыталась изучить историю нашего телевидения. Есть научные работы, некоторые научные работы. Я человек, который имеет отношение к науке. Мне это было интересно. Есть общие труды, но у нас нет пока еще такого углубленного изучения нашей истории, чтобы экспертно люди разобрались объективно на каждом этапе, что было сделано, что нового, что основательно, что-то меняло, и какой период или какие передачи, какие жанры, они оказывали наибольшее воздействие на общество, не просто воздействовали, а меняли общество. Это очень важно, вот, чтобы они меняли общество, не манипулировали, а меняли общество. Менять мышление, развивать, прививать ценности – такие амбициозные задачи должны стоять перед коллективом государственного телевидения, считает Ирина Агрба. В работе важно не просто поднять проблему, но как минимум найти путь к ее решению, говорит гендиректор АГТРК. Для меня важно, чтобы это услышали те, которые должны услышать, в том числе и чиновники, да, для меня это важно. Да, если не услышат, получается, что очень важные идеи, предложения, они просто вот проговорили, разошлись и до свидания. Я бы не хотела, чтобы так происходило. Проблему видишь, ты озвучиваешь, этого недостаточно, ты должен эту проблему продвигать, и через чиновничьи коридоры тоже идти, и вот реально реализовывать их в жизни. Это вот каких-то практического характера идей, предложений и так далее. А в целом, конечно, мы должны обслуживать общество, насколько возможно, объективной информации, насколько возможно. Государственное телевидение нередко подвергается критике за цензуру. Ирина Агрба утверждает, важно не врать своему зрителю. И даже если не показываешь все, в том, что показываешь, быть исключительно честным. Да, вы можете сказать, что вы государственный канал, вы все равно ограничены. У нас есть определенная самоцензура, конечно. Но, понимаете, при том, что нам хочется очень расширить свою аудиторию, зрителей,
Всегда хочется иметь много-много просмотров и лайков на сайте, в Фейсбуке, в Ютубе и так далее, и так далее. Несмотря на это, все-таки я считаю, что я в этом плане несколько консервативный человек. Хочу, чтобы то, что мы говорим, это было достоверно, нам не сказали. Или мне не сказали: Ирина Шотовна, вы почему врете? Да? Скажем, я ушла отсюда, отработала свое и ушла. Чтобы мне было совестно смотреть людям в глаза. Ради количества просмотров и так далее мы не будем работать. Конечно, мы можем обойти какие-то проблемы. Мы можем. Государственный канал. Возможно, и обходим какие-то проблемы, но это не значит, что мы врем. Мы не врем, стараемся быть объективными. Коллектив АГТРК сегодня – это 160 человек, в том числе и технический персонал. В эфир выходит до 20 авторских программ. Элеонора Когония редактирует ряд тематических передач. Более 30 лет журналист так или иначе творчески связан с государственным телевидением и утверждает, что сегодня в штате есть талантливые люди нового поколения. Я же редактор, я люблю всех своих авторов. Мне однажды должно было повезти. Так получилось, что вся эта команда, люди без комплексов, без каких-либо необоснованных претензий. То есть я с ними считаюсь. У меня так не бывает, вот я сказала, убираем. Нет, тем не менее, у редактора есть определенные права. Мы советуемся. Конъюнктуру я не люблю. Этим мы не страдаем, тем более мы не делаем политические программы. Мне повезло и в этом тоже. Я учусь с моими молодыми авторами, они очень хорошо чувствуют цвет видео, ритм и так далее. Я так не могла, как они, клянусь. Поэтому я встречаю юбилей ТВ как закадровый человек с большой гордостью. У нас, если была бы еще большая финансовая возможность, которая привлекала бы, или же помогала бы задерживаться здесь талантливых, то были бы еще покруче. Надо же всегда учитывать возможности. В материальном плане мы не можем конкурировать. Понимаете? Это прошло время, когда мы за булочку хлеба. Государственному телевидению может помочь в развитии серьезное финансирование и еще большая свобода, считает Элеонора Когония. Я думаю, нужна серьезная материальная поддержка. И вот эти провода, которые соединяют государственный канал с властью, хорошо было бы их отрезать, но это нереально. Все-таки нереально. По-моему, я то же самое вам говорила 5 лет тому назад, даже будучи должностным лицом, директором студии. Вот эти бы провода. А как это можно сделать, по-вашему? Если это очень много было разговоров вокруг того, там то общественный совет пытались, то, я не знаю, общественный канал какой-то, мне кажется, в принципе, один государственный канал, он может существовать. Если законы мы посмотрим, в принципе, все СМИ равны. Хочу, чтобы все, кто был причастен к развитию телевидения, были счастливы, а тех, кого с нами нет, царствия им небесного. Я их всегда с большой теплотой вспоминаю Рафетовича. Сложного, тяжелого, но профессионала. Он меня научил всему. А учителей забывать нельзя.
За последние 3 года АГТРК значительно выросла в техническом плане. Только в 2023 году почти на 19 миллионов было приобретено новое оборудование, обновлены 2 студии, 3-я на стадии запуска. АГТРК стремится идти в ногу со временем, говорит главный режиссер Давид Авицба. Ну, есть передачи, которым мы придаем форму. Есть передачи, у которых уже есть своя форма. Допустим, передача Хамидан Гумба сильно не требуется в корректировке формы подачи материала. Есть люди креативные изначально, и вы сами прекрасно знаете, вы наши коллеги, и вы сами создаете телевизионный контент, и вы понимаете, что если вы умеете только снимать, или только монтировать, или только писать авторский текст, ну, вы телевизионщик, но совсем чуть-чуть телевизионщик. Но когда вы овладеваете несколькими специальностями во всей линейке производства, тогда вы уже становитесь профи. И поэтому большинство людей, которые работают сейчас, они сами и снимают материалы, сами монтируют материалы, сами используют какие-то технические новшества, сами используют какие-то там фантастические футажи и заставки, перебивки. У нас есть девочка, которая снимает сама с коптера, например. То есть вот и сотрудники многофункциональны, и поэтому большинство передач уже со своей формой. И моя задача иногда что-то советовать, иногда не мешать, а иногда подбирать под определенные задачи определенную технику. И тогда качество продукта становится значительно выше. Для качественного продукта, помимо технических средств, мотивации и коллектива, нужны новые идеи, а еще достойные эксперты. Кризис жанров и специалистов – серьезная проблема сегодня, говорят на АГТРК. По-моему, все сложно, и самое сложное, наверное, то, что мне вечно не хватает идей. Вот мне нужны генераторы идей, вот предложений, да, вот чтобы были интересные авторские проекты. И я чувствую, что хотя мы тут такую серьезную техническую модернизацию произвели за это время, чувствую, что мне нужно очень серьезное обновление и журналистского корпуса, и вообще всех остальных работников тоже. Новая струя, если не придет, мы будем, конечно, гораздо лучше выглядеть, скажем, чем вчера, но не более того. Чтобы мы сделали рывок, чтобы по-настоящему мы были современным телевидением, нужны кадры. Сейчас новости выходят 4 раза в сутки на 2 языках. По субботам корреспонденты сами ведут программу «Сапшала», в которой рассказывают о событиях минувшей недели. В воскресенье выходит итоговая информационно-аналитическая программа «Амчипш». Нала Чхинджерия – журналист во 2-м поколении. По словам девушки, с профессией она определилась еще в школе, и папа никогда не отговаривал. Он меня, конечно, поддержал, сказал: не беспокойся, я буду помогать, если что-то не получится, я без проблем, я тут, я и рядом. Первый мой сюжет именно в Disney новостях, это был про первый снег, который выпал в Абхазии. Вот, насколько это все помешало улицам, дорогам, пробкам, электричеству и так далее. Вот. В тот же день я его успела сдать, как сейчас помню, даже сама смонтировала, так как я уже знала монтаж, как делать, и я успела. На 4 часа эфир я успела его сдать. Если я смогла своим сюжетом кому-то помочь, решить какую-то проблему, то это для меня просто, не знаю. АГТРК планирует улучшаться технически, кадрово, усиливать аналитическую и дискуссионную составляющую телевидения. И наша телекомпания желает коллегам свершения всех намеченных задач и планов. Элеонора Гилаян, Саита Гухава, Абаза ТВ.